В августовские дни 1934 года вот здесь, в колонном зале Дома Союза, впервые за всю историю молодой советской литературы собрались под одну крышу представители писательских отрядов всех братских народов нашего Советского Союза. В республиках народов братских братских нам писатели рождаются от пролетариата. А на примере нашей страны мы видим, каких талантливых детей создал пролетариат в краткий срок и как непрерывно он создается. Но я обращаюсь с дружеским советом, который можно понять и как просьбу, представителям национальностей Кавказа и Средней Азии. На меня, и я знаю, не только на меня, произвел потрясающее впечатление Ашук Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи. Затем он, Гомер 20 века, изумительно прочел их. Товарищи, берегите людей, способных создавать такие жемчужины, какие создают неведомые нам Сулейманы. Üzüm koca yavaş yavaş menzilin İrak'a geldim. Rehberimiz ile yoldaş ona bir gülmeye geldim. Aşağı nece ülke, cemilerin yolun dike. Yaşa yoldaş Mahsun Gürke bir onun işine geldim. Большой простор нагорных стран, приветный знак поэту дам. И вот я, Стальский Сулейман, на славный съезд певцов пришел. Во время съезда на одном из утренних заседаний подошел ко мне секретарь Алексея Максимовича Горького Крючков и сказал: слушайте, Сурков, зайдите потом перед перерывом в президиум к Горькому, у него какое-то дело к вам есть. Я пошел, Алексей Максимович сказал: вот тут в президиуме сидит потрясающий старик. Это особенный старик. Он на вечернем заседании у нас выступать будет. Он приготовил приветствие в стихах. Хорошо бы было, если бы вы это перевели к вечеру. Ну, я, во-первых, никогда не переводил до этого стихов. Но случай был необычайный. Просил об этом деле человек, которого я глубоко любил и уважал. И хотя времени было всего 2 часа обеденного перерыва, я попытался все-таки, согласился взять это самое дело. А для того, чтобы хоть чуточку почувствовать, как идут эти стихи по земле, в кулуарах попросил Сулеймана, чтобы он мне немножко начитал этот свой текст стихотворения. После этого в течение целых 2 часов я у себя в квартире колдовал над этим дословным переводом, и к открытию вечернего заседания имел возможность выполнить заказ председателя и сдать в президиум текст стихотворения Сулеймана Стальского, который был при очень горячем отношении к нему прочитан с трибуны поэтом Александром Ильичем Безыменским. Мне хотелось достойно прочесть эти самые стихи Стальского, ибо я помню, как он вышел на эту трибуну колонного зала, спокойный, уверенный в себе, привычный в своем чтении, в своем пении. Спокойный Сулейман Стальский прочитал стихи, буйно воспринятые нашей аудиторией, потому что это было доказательством
великого рассвета национальных литератур нашей великой Родины. Каждый год, каждый день рождения Сулеймана Стальского – это подлинный праздник всея Руси. Потому что Сулейман Стальский – это чудо, чудо поэзии, во-первых, во-вторых, чудо советской власти, раскрепостившей все нации нашей великой страны. И в-третьих, это есть праздник того человека, который является гордостью и славой всех наций Великого Советского Союза. Мать была беременна мною, когда отец ни с того ни сего выгнал ее и женился на другой. Оскорбленный поступком отца, мои родственники выместили это на мне. Недавно даже, попробовав материнского молока, они подкинули меня к отцовским воротам. Так началась моя жизнь. Соседка, у которой в ту пору родился мертвый ребенок, из жалости кормила меня грудью, обзывая щенком. До 7 лет я оставался у нее. Потом отец взял меня в Саклю. Он обрадовался случаю взвалить на сына часть своих забот. А Сакля его была полна детей. Нелюдимая мачеха прятала от меня кукурузные лепешки. Я рос, как и родился в хлеву, рядом с буйволом. Потом заболел отец. Его мучила тоска и днем, и ночью, как жажда. Оказалось, что он сошел с ума и вскоре умер, оставив на руках у матери 6 детей. 13-летним я ушел из аула. В Дербенте меня презрел один богач. 4 года батрачил я у него, ни зимы, ни лета не замечая. А когда уволился, оказалось, мне снова некуда себя деть, и карманы мои по-прежнему пусты. Начались скитания. Вместе с другими односельчанами уехал в Гянджу. Работал на плантациях, жил впроголодь. Из Гянджи добрался до Самарканда, оттуда в Баку. Тогда я понял, что бедные люди везде и всюду одинаково несчастны. И снова потянуло домой. В ауле я нашел круглую сироту. Нас повенчали. Шли годы, стараясь быть похожими на людей, но только люди в то время были не похожими на себя. Однажды на одной из улиц аула я заметил множество народу. Посреди улицы бродячие ашуги пели песни о соловье, тоскующем по солнцу. Постоял я с народом, послушал. Черт возьми, ведь это
все давно лежит у меня на душе. Это мои слова, крикнул я. Куда тебе, убогий? Разве эти слова подходят к твоему носу, соловей ты? Ведь это не силой, это не хитростью, а человек поет от сердца. Разве мое сердце не из мяса? Эй, люди! Домой Сулейман вернулся пристыженный. Взяв в руки вместо бубна свою папаху, впервые в жизни начал слагать стихи о соловье. Влюблен без памяти в цветы, не замечаешь разве ты страдания, мук и нищеты, и плач, и стоны соловей? Я мог бы сложить песню о самом себе, но у меня мало хорошего в жизни, сказал Сулейман. В таком случае сложи-ка ты песню о старшине. И Сулейман сложил песню Кафха. Куда бежать от наших бед? Нам старшина приносит вред. Так Сулейман сказал, поэт. Что делать мне? И я измучен. Сулейман изобличал власть имущих через конкретные образы. Не случайно тот же старшина Таиб грозил поэту высылкой. Судья Мирзамет потребовал, чтобы Сулейман отказался от авторства. А начальник округа запретил поэту впредь складывать грязные стихи. «Поэт, если только он не труп, — говорил Сулейман, — молчать не может. Сталь, Сулейман, твой стих разит, в нем правда гневная сквозит». Большими надеждами встретил Сулейман весть о февральской революции. «Я рад, что больше нет царя», — восклицает он в стихотворении «На свержение царя». Но вскоре наблюдательный поэт увидел, что по существу все осталось по-старому. Богач, как прежде, пьет и жрет, и душит нас, простой народ. Сказали, рай не вдалеке, но все мираж, и мы в тоске. Неужто на таком крючке повесят все твои права, народ? Однажды в Касумкенте интервенты повесили 3 моих односельчан, рассказывал Сулейман. За что? Оказывается, они были большевиками. Что же это такое? Земля наша, горы наши и люди тоже ведь наши. Значит, большевики, это выходит, мы сами. В тот же день Сулейману на улице встретился его бывший хозяин. «Сулейман, почему ты не сложил песню в честь Казимбея? Или бережешь ее для большевиков?» «Этот мир колесо», — прибавил хозяин, — «все время крутится». «Неправильно крутится», — оборвал его Сулейман. Да коль терпеть, как чужаки рвут нашу землю на куски, ответствуй, где большевики? Без них нам избавления нет. Еще когда было совсем темно, когда приходилось не петь, а рыдать, говорил поэт, я мечтал о заре, о том, чтобы видеть настоящий день. Пришла весна народов, сердце помолодело, и я почувствовал в себе силы, чтобы ее воспеть. Взгляните, кунаки, вокруг.
как зреет дело наших рук. Отчизна битв, отчизна мук, теперь отчизной благо стало. Товарищ мой, в такой стране впервые жизнь открылась мне. На кабардинском скакуне догнал я молодость счастливый. Вам Сулейман желает благ, бойцам за светлый путь в горах. Так знамя красное в руках держи достойно, Дагестан. Не отставай, товарищ мой, величие лет понять старайся. Эти строки могут быть эпиграфом к рассказу о творчестве поэта. В беседе с известным дагестанским писателем, талантливым переводчиком Эфенди Капиевым, Сулейман говорил: главное — это время. Надо взять его за уши, оседлать его. Наше время — время верховых. Вот вы, грамотные люди, все верхом. Пристройте меня, юноши, рядом с собой в седле и правьте дальше. «И тогда я понял свою задачу», — вспоминал Капиев. «Надо держать поэта в седле современности». Никогда не задерживаясь на мелком рядовом, Сулейман воспевал наиболее значительные события времени, стараясь через них создать портрет эпохи, портрет нового общества. Великой ленинской мечтой был наш свободный новый строй. Ты нас поишь живой водой, ты чистый ключ в горах, родная. Ты для одних дремучий бор, для них ты страшный приговор. Для нас ты луговой простор, в неведанных цветах родная. Совета власть, прекрасный сад, она в цвету, в плодах родная. И справедливо говорят, могуча, как Шахдаг родная. Что этому не удивляются, это забывается. Поэтому прошу вас, дорогой товарищ Максим Горький, прислать в Дагестан хороших, способных писателей. У нас много удивительных вещей найдут они. И я уверен, книга будет полезной. Не видел Сулейман добра. Была проклятая пора. Бумаги, ручки и пера в руках детей не знали мы. Алексей Максимович Горький отозвался на просьбу Сулеймана Стальского и прислал в Дагестан известных писателей из Москвы: Петра Павленко, Владимира Луговского, Романа Фатуева и других. Сулейман Стальский не умел ни читать, ни писать. Но он умел, как говорил Николай Тихонов,
слушать голос страны. Из маленького аула видеть весь мир. Yıkarlar koyzeler artık kalır belki bileriz Поль читает стихи, посвященные событиям в Испании. Мы с вами, пусть коварен враг, держите выше гордый стяг испанские герои. Он говорил, что поэта гордость звонкой стих, но стих не терпит слов пустых. Из Тальской 3 сынов своих взрастил для армии страны. Так и получилось. Сыновья поэта участвовали в Великой Отечественной войне. 2 погибло. 1 за Сталинград, другой за Севастополь. В последние годы жизни почти 70-летний Сулейман сложил втрое больше песен, чем за все прежнее 30-летие. И все эти песни о веке юности воскресшего народа, песни звонкие, певучие, глубокие по смыслу. У каждой птицы свой полет, и каждой песни свой черед. Как соком напоенный плод, богата счастьем Родина. Как улей полон до краев, стою я полный гордых слов о том, что слава всех веков мою венчает Родину. Я сожалею лишь о том, что в новый мой высокий дом пришлось войти мне стариком и мало пел о родине. Поэт этот, который замечательно воплощает в себе такой процесс роста наших молодых национальных литератур, когда из фольклора эти литературы превращались в письменные, Сулейман Стальский стал для своей родной литературы Лезгинстана и для всех литератур малых народов Братского Союза стал как бы символом вот этого могучего духовного роста народов нашей страны. И 1000 раз был прав Алексей Максимович Горький, когда с трибуны нашего съезда назвал этого чудесного старика Гомером 20 века.